Блин, ну знаешь, я прикидывал, если работать грамотно, там, ну, по определенному времени, началась запись, да? Ё-моё. Ну, короче, если работать в грамотные часы и выходить, попадать под бонусы, под эти зоны 450, там, которые сейчас Яндекс вообще охерел, надо на других агрегаторах работать. Это не реклама. Это просто мое мнение личное. В принципе, можно зарабатывать, реально можно зарабатывать, но надо пахать, то есть... Да. Но он работает 12 часов, зарабатывает 10 тысяч в день. Это дохуя. Это я знаю. Так, ребят, всем привет, с вами я, Тимур Хусайнов, еще раз, и вы на канале Успешного Тигра. Если вы помните, я обещал, что буду брать интервью у нашего подписчика, у одного тоже такого же, так скажем, блогера, который зарабатывает 220 тысяч за месяц на экономии по 12 часов. Это невозможно, блин. Это нереально. Это нереально. Поэтому я подъехал, сейчас мы договорились в Москва-Сити. Он где-то там, сейчас я подойду к ним, познакомимся и, конечно, он будет объяснить нам, что, как и к чему. Погнали. Спасибо. Хорошего вечера. Счастливо. Давай. Так, ребят, я уже в Москва-Сити. Какой прикольный вид здесь. Кстати, всем советую. Не знаю, как эта геолокация вам показать. В общем, я еду сейчас встретить это Влада. Владос рулит, то ли как, то ли так, по-моему, в Ютубе у него. Это вот его машина. Сейчас посмотрим, что с этого выйдет. Здорово, братан. Здорово. Как сам? Нормально, ты как? Да, тоже неплохо. Вот, ребят. Гуляешь? Ты на этом зарабатываешь 220 тысяч или на Шкоде? Я так и не понял. На Шкоде. А есть у тебя свет? Так, ребят, на экономе работает. Что за Ауди? Q5. Q5. Владос, да? Ну да. Покажешь, как, что, сколько это получается за ноябрь? 220 тысяч, так скажем. Ну вот, там получается, копейки. смотрите, я где-то работал, ну, 25 дней где-то, 25-24, ну точно не больше. За 25 дней ты столько заработал? Да. И были дни, когда, ну, то есть, когда покупал смены. Угу. Получается, где-то дней 20 я покупал смены, да, а остальное время я не покупал. Ну, то есть, видим цифру 238, из них мы вычитаем 18 тысяч, это я когда работал по комиссии. Угу. Вот, когда без смены я работал. Понял. И получается, где-то, ну, смен 15. Покупал. Да, я точно купил. Вот, и одна смена стоит 1500. Ну, да. Так, давай теперь, что-то меня не видно, ребят, ну ничего. Так, рассказывай, что, как ты так зарабатываешь, что посоветуешь другим таксистам. Это просто нереально, я думаю, 220 тысяч в месяц на экономии, тем более. По 12 часов, если ты работаешь. Ну смотри, вот как... У тебя что там, дядя там в Яндексе или что? Не, если я вышел работать, ну то есть, да, я прям вообще, ну, двери у меня не закрываются. Я вот высажу одного пассажира, у меня уже, даже я еще не высаживаю пассажира, еще минут 3 ехать, мне уже там следующий заказ падает. Я вообще пустой не стою. Куда бы я ни приехал, ну, везде дают. Конечно, я стараюсь на восток не ездить. Ну и, конечно, я скажу, прямо с замкадом я не был ни разу. Я замкад вообще не замкадом, я их сразу отменяю. Ну вот вы поняли, Я да? Ребят, точка это не вижу. реклама, мы никому не советуем там что-то такси работает или не работает. Это мы просто снимаем то, что реально сколько он заработал, я сам охренел. Мы давно хотели снимать это видео, вот время пришло, как бы вот человек объясняет. 220 тысяч. Вчера я тоже выложил видео, я не знаю, ты смотрел или нет, 350 рублей от Биберова до аэропорт Шереметьево. Ну это же этот... Индрайвер. Но у меня его даже нет, этого индрайвера. Вот сейчас последний, ну как последний, вот сейчас я дня 4 назад подключил Get. Вот, и он там начинает меня всякой ерундой баловать, там типа... Как давно работаешь в такси? В роля. С февраля работаешь. Я ты еще самозанятым работал, сейчас ты работаешь в каком-то таксопарке, почему перешел? Ну перешел в таксопарк, потому что, ну, 4% платить каждого заказа, это очень много, если вот такие цифры. Это самозанятый, так платят 4%, да. это налогов? 4%, да, налога. 4 или 5. 5 это корпоративные заказы, 4 это физические заказы. Смысл там работы дольше тогда получается. Так и налог даже это непонятно самое, кому да? уходит. И получается,
Если относиться как к подработке, тогда да, нормально. Ну, то есть, если есть основная работа Ты хочешь какая-то, подрабатывать да, в и такси, ты там да? 3-4 часа вечером после работы таксуешь, тогда нормально. А если ты прям как к работе относишься, тогда это вообще, ну, невыгодно. Невыгодно. Но ты представь, от 240 тысяч 4%. Это Да, больше представляю. 10 тысяч отвалить. Понял. Ну, проще работать в какой-то таксопарк, Да, не так париться через там, парк, где налоги. Да, и также И у так самозанятых высылают деньги непонятно как. То есть через парк те деньги сразу падают, а через самозанятые деньги приходят, когда Яндекс. У тебя всегда есть золотая корона, да, как я понял? То, что проходишь медосмотр, Да, и у тебя медосмотр появится... постоянно. Нет, когда работал через самозанятого, всегда был на белом автомобиле. Подключился через парк и узнал, что там можно проходить медика и получать корону. И решил на мыло, только я езжу в нормальной человеческой машине. Когда корона есть, допустим... Ну да, когда короны нет, ну, вот бывают такие простые, 5-10 минут. И это постоянно, допустим, если ты где-то на окраине во двор заехал, высадил пассажира, то это еще ладно. А если ты где-то в Москве высадил пассажира, и у тебя вот ты без короны, и тебе приходится это время все вот так вот по зеркалам смотреть, чтобы тебя отцот не сфотографировал. Потому что ты встать нигде не можешь. Да, ну, солярисы, которые Да. ездят. Поэтому, ребят, ну, может быть, многие из вас знают то, что у Яндекса появилась такая тема, у них специальные аппараты в разных районах Москвы, там определенные заправки, Shell, Газпром и так далее. Есть аппараты, где можно пройти медосмотр. Там нету никакого этого, только аппарат, там камера. Проходишь, получается, измеряет там давление, алкотестер, и у тебя автоматом появится золотая корона. То, естественно, уже будет больше заказов, приоритет среди других таксистов. Я не знаю, правильно сказал или нет. Ну, там у тебя наклейка есть, нет, без разницы. Или даже у тебя машина черная. Кто на экономе работает, комфорт, бизнес, без разницы, у всех появится. Поэтому, если хотите подключаться, обязательно советую вам, ребят, крутейший таксопарк в Москве, тоже Дорон. Вот здесь оставлю номер таксопарка, можете написать в WhatsApp, присылать свои документы, строго с лицензией, со стажем 3 года. Строго российские права, киргизские, казахские, белорусские и, конечно, уже... Какой еще? Не помню. Вот так вот, так. А что ты снимаешь? Ну, я в основном снимаю свои смены, но вот из разряда вот вся вот эта сумма 220 тысяч, за которую я заработал, у меня каждая смена есть на моем канале. Ну, то есть... Я даю тебе повод, рекламируй себя нормально, братан. Ты можешь эффективно что-нибудь рассказывать. В общем, как я эти деньги... Ребят, он снимает, как зарабатывает, как выходит, сколько зарабатывает, и как другие гуляю. какие-то видеообзоры. В общем, интересный аккаунт, всем советую, переходите, подписывайтесь. Новичок просто Да. стеснительный. Да я не то, что стесняюсь, ну, блин, сказал Немножко как очкую, есть. да? Вот. Понял. До этого я, допустим, работал по самозанятому, то есть, чтобы вот не говорили то, что я один день там, один месяц я так отработал, да, и все, и типа больше я так не работаю. Ну нет, я могу вот показать, да, зайти в приложение «Мой налог», все прекрасно знают, вот, и показать, Сколько? да, это грязь полностью. Я не знаю, тут видно, нет. Это доход от физических лиц 1 миллион 85 тысяч рублей, это за год. За год. Но это за 6 месяцев. За 6 месяцев? 7 месяцев. Смотри, можно. Тут вообще все круто. Тут, видишь, вот в феврале я начал помаленьку работать. 63 тысячи я заработал все в феврале. А, ты на такси, да, накопил на Ауди? Вот, а потом, ну, то есть я уже начал нормально работать. Март, апрель, вот. То есть в июне я вообще Ребята, на море был. Вы прекрасно знаете, то, что я тоже работал в такси, многие мои знакомые работают. Максимум, когда я делал бабки в такси, это вот где-то 8 тысяч. Максимум, если так я работал 17-16 часов, то это 9 тысяч рублей. Я не знаю, как он за 12 часов сделал 10 тысяч 500 рублей за 12 часов за смену. Ну, там с покупкой смены. У меня даже 15 было за 12 часов. Сколько? 15. За 12 часов? Ну, мне там фартануло конкретно. У меня сначала забыли iPhone 10. 2000 дали, а потом... Не, ну Что-то ты говоришь, еще что по забыли. Яндексу что-то забыли. Не, ну это да, понятное чисто дело. там 12 тысяч. Но больше вот
реально больше 12 тысяч невозможно заработать. Как ты не прыгай, за 12 часов больше 12 тысяч никак невозможно Да заработать. больше 8 никак не зарабатываешь, ты что? Я уже там прыгал, пердел, вертел, но я не могу больше 12 часов. В общем, ребят, как вы поняли, получается наш подписчик блога Владос рулит. Ссылка будет в описании, если кому будет интересно, конечно, заработки, конечно, в такси. И дальше будут другие видеоролики, конечно, у него, если будет желание, конечно, дальше снимать что-нибудь прикольное для своих подписчиков. Обязательно переходим, подписываемся и под последним видео покажем, проявим максимальный актив. Пишите то, что вы от Тимура. Вот, я буду очень рад. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и пишите в комментарии, если тут видите какие-то минусы, какие-то недостатки. Ничего страшного, ребята, мы исправим. Ну, если не я, то Владос точно исправит. Всем салам алейкум, всем удачи.